Добрый день, ребята! Сегодня я расскажу о очень необычной личности из истории Якутии. Дело в том, что этот человек жил очень давно, он родился 300 лет назад и запомнился тем, что встретился с самой императрицей Екатериной II. Ну, наверное, ребята постарше знают, что это за императрица. Она прославилась тем, что она, конечно, прежде всего, как немецкая принцесса, вышла замуж за русского царевича Петра Федоровича и приехала, подростком, можно сказать, в Россию. И Россия стала ее второй родиной. И потом она стала уже, когда повзрослела, стала императрицей и стала во главе такой большой страны, как Россия. Выучила русский язык, выучила обычаи, ну и вообще все ее дела, они вошли в учебники истории. Вот, например, в правлении Екатерины II состоялись очень успешные войны для России с Турцией, например, да. Россия приобрела новые территории при помощи ее сподвижников, ближайших сановников, вот, например, Григория Потемкина, были достигнуты очень важные реформы, преобразования внутри страны. Поэтому это достаточно известная личность. Так вот, тот человек, о котором я хочу рассказать, наш земляк, кангаласский князь Софрон Саранов его звали, он сумел уже по тем временам, это же 300 лет назад было, в 18 веке, сумел добраться до столицы. Тогда столицей страны был город Санкт-Петербург. И вот встретился с самой Екатериной II для того, чтобы поговорить о тех очень таких важных проблемах, то есть фактически таких очень важных нуждах, которые стояли перед нашими земляками, нашими предками. И сумел добиться очень важных результатов. Почему необычный человек? Потому что об этом человеке сохранились очень много легенд и преданий. Они были записаны в свое время якутскими фольклористами. Например, известна очень такая, я бы сказал, сейчас бы сказали, это притча или даже какая-то история, связанная с мудрыми ответами Софрона Саранова Екатерине II. Например, Екатерина II, поскольку была очень такая любознательная женщина, она интересовалась, какая же веревка самая крепкая у якутов. И Софрон Саранов, не задумываясь, сказал: «Тальник». Еще более подивившись, она спросила: а какая же у якутов самая лучшая еда? Он тоже сказал: конечно же, вода. И уже когда совсем уже и сама Екатерина, и ее окружавшие сановники совсем были удивлены такими простыми, но очень меткими ответами на вопросы, Екатерина спросила у Софрона, тоже вопрос такой, как бы с подковыркой: а сколько лет прошло с той поры, как впервые снег выпал на горе? И Софрон, опять-таки, не задумываясь, тут же ответил: столько же прошло лет, сколько мне сейчас. Таким образом, он заслужил, похвалу и одобрение Екатерины, самой Екатерины, и, как говорится, Екатерину удостоила его аудиенции, она выслужила его, то, что он хотел, сказать, Екатерине. А сказать он очень много о чем хотел. Как раз в это время проходила работа уложенной комиссии. Ребята постарше тоже знают, что такое уложенная комиссия. Это что-то похожее на парламент современный, на Государственную Думу, когда Екатерина II решила посоветоваться со своими подданными. Причем не только с дворянами богатыми, помещиками, не только со священниками богатыми, но также она захотела посоветоваться с простыми людьми, с крестьянами, с казаками, и в том числе с представителями народов, которые проживали в то время в России. А в России в то время уже тогда проживало очень много народов. Счет шел на десятки. Очень много народов проживало. Поэтому Екатерина объявила выборы, чтобы каждый народ, каждый город, каждая местность отправили своего депутата и прислали как раз наказы. То есть то, что они хотят нового внести в законы. Дело в том, что уже более 100 лет, даже почти сколько, наверное, 150 лет, в России не было единого свода законов. Сейчас это называется Конституция, а тогда называлось уложение. Еще Петр I пытался это сделать, но он в силу занятости не смог это сделать. И эту очень большую задачу по сбору, этих всех законов, которые накопились, и как упорядочение, единый такой свод законов, уложения, эту работу пыталась провести Екатерина II, причем не безуспешно, я бы сказал. И со всей страны собрали около почти 600 депутатов,
Там были совершенно разные депутаты. Это были и богатые сановники, это и были богатые помещики, именитые купцы, да. Вот. Ну и вот наравне с ними было позволено высочайше, как бы тогда говорили, да, самой императрице, чтобы почти каждый народ, который жил оседло, который, значит, имел какое-то имущество, да, чтобы прислали своих депутатов. Было решено, что те народы, которые живут в лесах, в тундре, да, то есть занимаются охотой, рыболовством, у которых нет постоянных жилищ, которые не живут в городах, которые, ну, ведут такой кочевой образ жизни, им все-таки не надо отправлять депутатов, потому что какие могут быть у них проблемы. И вот на этом основании почему-то посчитали, что якуты не имеют права послать депутатов. Но прежде всего вот сказали, якуты тоже живут далеко на севере, они, наверное, тоже только охотой занимаются, рыболовством, нет у них постоянных жилищ. И поэтому сказали, нет, им не надо депутатов отправлять. Но наши предки, якуты, наши земляки решили иначе, потому что в это время накопилось очень много проблем, очень много законов устарело, очень много было забот, как говорится, да. Но я назову некоторые из них только лишь, да. Например, якуты, как и другие подданные Российской империи, тогда наша страна называлась Российская империя, должны были платить налоги. Мы и сейчас платим налоги. Налоги – это очень важная задача, которая ставит государство перед своими жителями. Да? Ну, понятно, без налогов же государство не может жить. И вот с таких народов, как якуты, собирали налог в виде пушнины, то есть ценными мехами, соболями, лисицами, белками, горностаями. Но прежде всего, конечно, соболями. Дело в том, что в Якутии, как и по всей Сибири, и особенно в Якутии, конечно, было очень много соболей. А соболь тогда, в 17-18 веках, был очень важным предметом, значит, обихода. Не только обихода, это фактически была валюта. Но соболя могли, значит, выменивать ценные там, даже камни драгоценные, могли поменять на деньги, да. И соболя обычно выступали вот объектом торговли между государствами. Поэтому добыча соболя и поступление в виде вот налога играла большую роль. Но прошло время, и оказалось, что соболя всего истребили. Вот вы не поверите, ребята, вот прямо около нашего Якутска, тогда Якутск, конечно, был небольшой город, но около Якутска было очень много соболей. Можно было проехать немножко там, верст тогда говорили, да, сейчас километры говорят, и можно было добыть соболей. Много. Вот наступило время, когда их не стало практически. Не то что поблизости Якутска, даже можно было ехать много, десятков, даже сотен, значит, верст, километров получается, и ни одного соболя не встретить. И поэтому с каждым годом очень сложно было, так сказать, добывать этого соболя, и, соответственно, поступление в казну в виде ясак называли вот этот налог, вначале уменьшались, а потом уже некоторые люди совсем не могли уже заплатить. И отсюда возникали проблемы. Ясачные сборщики же, среди них попадались разные люди, были в том числе жадные, алчные люди, жестокие люди даже. И они прямо, несмотря на эти проблемы, вот говорят люди, вот да, действительно, соболя не можем добыть, да. Несмотря на это, они прямо очень жестко требовали. Или ты, значит, даешь соболя, или, значит, мы у тебя забираем в качестве, допустим, под залог, или там вместо соболя мы у тебя забираем корову, допустим, или лошадь забираем. Хуже того, даже отбирали какие-то предметы вот быта, которые необходимы были для жизни. Одежду отбирали. А иногда даже захватывали, значит, членов семьи. Детей могли отобрать, жену могли отобрать. Вот такие были. Иногда встречались очень жестокие комиссары, сборщики ясака. И вот эти долги с каждым годом копились, их называли недоимками. И, конечно, это создавало такие очень серьезные проблемы, в том числе и для государственного развития. Потому что цари и императоры русские, они очень надеялись на поступление таких ценных мехов в государственную казну. А раз они мало поступают, значит, страдает и казна, и развитие государства. Вот это одна проблема, например, да? Об этом должен был Сафрон Цранов рассказать, значит, приехав в столицу. Вторая проблема была связана с развитием, как бы сейчас это говорят, коммуникации, да? Это довольно сложное слово, но коммуникация — это значит что? Это пути сообщения, то есть дороги, как вот связываются между собой те или иные территории. А мы знаем, что в это время, в том числе и в царствовании Екатерины II, Россия очень прочно стала ногой, как говорится, да, обеими ногами на побережье Тихого океана. Там возникли порты, например, Охотск,
значит, Петропавловск-Камчатский и другие порты. И вот эти порты надо было обеспечивать всем необходимым. Там строили, значит, гавани, причалы, да, там, значит, ну, соответственно, строили корабли, нужно было их оснащать. Там жили матросы, там жили, значит, люди, которые обеспечивали вот деятельность этих портов, да, рабочие, да. Их надо было кормить, их надо было обеспечить самым необходимым. И, наконец, для того, чтобы построить корабли, надо было, ну, откуда-то привезти оснастку кораблей, да, канаты, паруса, значит, якоря. Ну, просто элементарно гвозди для того, чтобы забивать, да, допустим, строить дома, да, или строить корабли. И все это нужно было привозить откуда-то. Вот, например, хотя бы вот из западной части Сибири. И многие вещи просто производили где-то в центральной части России и привозили вот наземным транспортом. Тогда ни самолетов, ни паровозов, ничего не было. Все везли на лошадях. Вот, на чем придется, как говорится, да. А в Якутии лошадей могли поставить только якуты. И поэтому так получилось, что с самого начала лошадей просто отнимали. Даже не давали никаких вот, ну, скажем так, обычно же плату берут для того, чтобы, допустим, взять, ну, в аренду, например, да, или там позаимствовать что-то, да. Но так получилось, что за этих лошадей вообще ничего не давали. То есть фактически это был захват лошадей. А что такое дорога, допустим, от Якутска до Охотска? Это же сотни километров, причем по бездорожью, дорог не было. И вот эти лошади бедные, на них навьючивали очень тяжелые грузы, в том числе, вот как я сказал, например, строительные материалы, якоря, значит, вот эти железные какие-то изделия, да, продовольствие, естественно, да, боеприпасы. И эти лошади вынуждены были месяцами вот идти туда, вот этот Охотский порт. И, конечно, многие лошади просто не выдерживали эту дорогу, погибали в пути. А те лошади, которые все-таки доходили до Охотска, а потом обратно шли, да, они, конечно, уже истощались и уже ни на что не были годны. То есть, фактически, якуты каждый год теряли тысячи лошадей просто так. А это были не простые лошади, так называемые ездовые лошади, да, то есть на них это были специальные лошади, которых надо было откармливать, да, специально готовить для такой тяжелой работы. Вот такая была проблема. Как же вот решить эту проблему? То есть надо было либо платить деньги, чтобы как-то вот компенсировать, да, расходы, либо что-то еще надо было делать. И вот поэтому наши земляки решили, нет, мы вот давайте решим эту проблему таким способом, да, изберем своего депутата, отправим, значит, вот в эту уложенную комиссию и прямо там на месте, уже на высшем уровне решим эту проблему. И так получилось, как я уже говорил, что вот было запрещено, да, якутам, значит, избирать депутатов на основании того, что они якобы кочевые, что у них там никаких не может быть проблем. И вот Сафрону Саранову и его избирателям удалось преодолеть вот это препятствие, да. Ну, это чисто такое бюрократическое, как бы сейчас сказали, препятствие, да. Ну, вначале эти выборы нужно было каким-то образом, ну, как бы признать, да, чтобы их признали, да, правильными, так? То есть для этого нужно было найти какие-то аргументы, да, доводы, чтобы, как сказать, убедить чиновников, да, и саму Екатерину II, что вот якуты имеют право это сделать, да. Ну и, наконец, элементарно нужно было доехать, проделать такой огромный путь. Вы все знаете, что, например, до Москвы более 8000 километров, да, а даже сейчас очень сложно туда добраться. А по тем временам дорога туда занимала почти полгода. И вот наш депутат, мало того, что все время встречал препятствия, он доехал до Иркутска, доехал до Тобольска, и везде чиновники все время ему говорили, нет, ты вот зря едешь, тебя все равно в Москве обязательно, как говорится, завернут обратно, да. Но нет, наш вот депутат прямо на свои средства, да, вот те усилия, которые он потратил, просто впечатляют сейчас, да, я бы сказал. Ему удалось добраться вот до столицы России, и там, когда он приехал, как и ожидалось, значит, очень важные чиновники, например, председатель вот этой уложенной комиссии, маршал Бибиков, сказал, нет, все, езжай обратно, ты все равно не станешь депутатом, потому что уже все. Тем более ты приехал уже поздно. Уложенная комиссия еще летом начала работать, а он приехал только осенью, да. Но тем не менее нашему депутату вот удалось. Ну сейчас вот, к сожалению, сохранилось мало документов, да вот сохранилось только вот это предание, да. Вот это предание говорит о том, что, скорее всего, наш депутат, он был, видимо, не робкого десятка, во-первых, да. И он сам, видимо, был очень такой
очень умный, очень находчивый человек. Он сумел каким-то образом добиться вот именно встречи с самой Екатериной II императрицей, чтобы убедить, что действительно якуты мало того, что имеют право, значит, избрать депутата, и еще, кроме того, они выполняют такую очень важную для страны, значит, задачу, да, во-первых, по наполнению казны, да, вот этой ценной пушниной, и, наконец, обеспечению, значит, путей сообщения, да, с портами на Тихоокеанском побережье. Ему удалось убедить на высоком приеме с Екатериной II, значит, и вот Екатерина поняла, какую, значит, важность представляет визит нашего депутата, да, и что он действительно имеет право быть депутатом. И издал специальный указ, согласно которому нашему земляку, князю Сафрону Саранову, присваивался этот статус депутата, уложенный комиссией, и он работал в течение нескольких лет. И вот все вот эти наказы, которые дали ему наши земляки, они фактически были исполнены. Но более того, я еще что хочу сказать. Уже по тем временам наш депутат понимал, что без образования, без образованности ничего нельзя сделать. Поэтому он ставил вопрос перед чиновниками, чтобы у нас в Якутии открыли первую школу для якутских детей. Вот это очень важно. Это дело сразу не решалось, но все-таки первым этот вопрос поставил именно он. И спустя годы все-таки эта школа была открыта, и она какое-то время действовала. И поэтому я считаю, что даже вот этот вопрос, один, который вот он поставил, тоже показывает очень большое значение вот его миссии, скажем так, да. Ну и, наконец, в заключение, что я хочу сказать. Вот те дела, которые он сделал, да, не случайно мы, вот прошло 300 лет со дня его рождения, не случайно мы помним об этом, да, до сих пор мы помним, знаем об этом. То есть это говорит о том, что это был действительно очень необычный, очень такой талантливый, очень такой, я бы сказал, выдающийся человек. Спасибо.